Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Alive. Сегодня мы с вами погадаем с высоты опять, с высоты с видом на город, на замечательную тему, что хотят вам сказать высшие силы прямо сейчас. И вот, вы знаете, я сюда поднялась в гору, очень-очень высокий подъем, прям такой гигантийский. И сейчас отдыхаю и подумала, что конечно же, нужно вот что-то, как совет какой-то высших сил или указание высших сил на дальнейшую жизнь. И давайте вот применим для этого наше замечательное розовое таро миллениалов. Обожаю эту колоду. У нас будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, что вам хотят сказать высшие силы прямо сейчас? Такое экспресс-гадание одной картой. 1, 2, 3, 4 позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. Мы начинаем с 1 позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак. Здесь у нас королева мечей. Королева мечей показывает, что высшие силы вас призывают к дисциплине, к порядку и к тому, чтобы наконец-то взять себя в руки, себя преодолеть и что-то вот сделать такое вот яркое в жизни. Вы чего-то давно собирались сделать, очень давно. Вы себя пытались заставить это сделать, и королева мечей говорит: заставь ты уже себя, сделай ты уже это. Ты же ждал, ты же хотел, ты же чувствовал себя победителем при мысли, что ты смог это сделать. Вот. Также, конечно, высшие силы здесь хотят сказать, что вы скоро пообщаетесь с очень яркой, интересной, умной женщиной, которая даст вам прекрасные советы. Следующая карта у нас мир. Мир говорит о том, что высшие силы хотят сказать: весь мир будет у ваших ног, если вы над собой сделаете усилия. Может, книгу хотели прочитать, может, хотели похудеть, может, хотели съездить куда-то, может быть, поговорить с важным человеком, может быть, открыть свой бизнес. Вот что вы хотели сделать. Мир будет у ваших ног, вы станете действительно победителем, вы будете чувствовать себя на все 100%, если вы, наконец, это сделаете. Посоветуйтесь с этой женщиной, посоветуйтесь, она очень умная. И 8 пентаклей показывает, что предстоит большая работа. Но эта работа принесет вам невероятное удовлетворение. Видите радугу? Радуга говорит о том, что и на вашей улице наконец-то наступит праздник, удача будет на вашей стороне, если вы начнете. Вот просто сделайте первый шаг, работайте, старайтесь, у вас все получится. Главное, делайте то, что вы именно давно хотели сделать. Такая у нас 1 позиция. А мы идем дальше к позиции номер 2. Что вам хотят сказать высшие силы прямо сейчас? Вышла карта умеренность. Умеренность говорит об исцелении, о смирении, о терпении и о том, что вы не должны все контролировать постоянно и подряд. За вас это сделают высшие силы. Не надо контролировать, не надо форсировать события. Если сейчас вам ветер мешает, не обижайтесь. Может быть, это тоже знак от высших сил. Умеренность показывает то, что вы должны смириться с чьими-то негативными чертами характера и научиться любить всех окружающих людей одинаково, независимо, родственник это, друг или незнакомый человек. Постарайтесь быть терпимее к людям, уметь их прощать и научиться прощать себя. И также вы привыкли все контролировать, а этого делать не нужно. Доверьтесь высшим силам, они принесут вам то счастье, которое вы себе давно хотели. Следующая карта Маг показывает, что высшие силы говорят: если ты перестанешь контролировать, ты как раз-таки распорядишься своей жизнью так, как ты хотел, и высшие силы сделают все, чтобы ты был счастлив. Ты будешь владеть этим миром, так скажем, в каком-то своем смысле, и добьешься всего, чего ты хотел на самом деле. Вот какие цели ставил, это все получится. Просто перестань вокруг все контролировать, форсировать, торопиться. И следующая карта у нас 9 пентаклей. Она показывает, что вы идете к духовному росту, к духовному развитию. Постарайтесь об этом почитать побольше книг.
Может быть, попытаетесь разобраться в себе, заглянуть глубоко внутрь себя, чего вы хотите, от чего вы бываете счастливы. Конечно же, высшие силы принесут вам скоро поток изобилия, но главное – это сконцентрироваться на духовном развитии и на развитии своей личности. И тогда у вас получится и с деньгами. Ну, вот такая позиция номер 2. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 3. Что вам хотят сказать высшие силы прямо сейчас? Вышла карта Солнца, в вашу жизнь идет какая-то большая радость, большое счастье, озарение, свет. И, может быть, перед вами стояла тяжелая проблема, или вы считали свою судьбу тяжелой. Так вот, высшие силы решили вам помочь. И, может быть, вот удачу послать какую-то, да, счастье, успех, я не знаю, прорыв. Вот как будто бы Солнце просто осветит вашу жизненную ситуацию, и все поменяется к лучшему. То, что было несчастьем, обернется для вас большим счастьем. Именно такая фраза мне идет сейчас от высших сил. И я считаю, что, в принципе, это прекрасная карта. Она также говорит часто о деторождении или о том, что вы можете начать что-то очень интересное в своей жизни, увлекательное, яркое. Тройка кубков говорит, что вы скоро пойдете на праздник или попадете на праздник, будете чему-то очень радоваться, каким-то новостям, какому-то своему в жизни прорыву. И, соответственно, это жизнь в изобилии, жизнь в комфорте, когда не беспокоишься о завтрашнем дне и не беспокоишься о собственном пропитании. Следующая карта Император. Она показывает, что высшие силы посылают вам очень важного мужчину в жизни, который действительно сыграет такую хорошую роль и сделает для вас что-то такое объемное и светлое. Это богатый, властный человек, который может вам помочь. И высшие силы посылают его вам именно в помощники. Ну, вот такая у нас третья позиция. А мы идем дальше. Что вам хотят сказать высшие силы прямо сейчас? Если ветер мешает, не обижайтесь, потому что я на улице, на природе, на высоте нахожусь. Вышла карта Иерофант. Иерофант показывает, что вам нужно действовать только согласно своей идеологии, норм морали и нравственности, и никогда не нарушать закон своего слова. Так скажем, если вы что-то сказали, сделайте. А также никогда не обманывайте, а старайтесь жить очень честно, и тогда высшие силы дадут вам абсолютно все. Также они вам посылают духовного учителя, скоро вы его встретите, причем совершенно неожиданно, и он наставит вас именно на тот путь, который вам нужен. Следующая карта четверка жезлов. Она показывает, что у вас решатся вопросы с недвижимостью или с какой-то территорией, а также вы будете очень стабильно, хорошо, приятно работать по призванию и хорошо зарабатывать. Высшие силы посылают вам это благословение для того, чтобы вы чувствовали себя в комфорте и могли развиваться дальше и нести вот какие-то моменты, да, в мир хорошие, потому что вы можете это сделать, потому что вы можете придерживаться определенных правил и законов и порядка и рассказывать об этом людям. Следующая карта Рыцарь кубков. Вас скоро ждет успех в любви. Здесь может быть улучшение с кем-то романтических, приятных отношений, а также может быть такое, что кто-то будет за вами ухаживать и делать вам что-то хорошее, подарки, знаки внимания оказывать и так далее. Рыцарь кубков говорит о светлом человеке в вашей жизни, с кем у вас будут очень-очень хорошие любовные, романтические отношения. Возможно, вы уже его знаете. Высшие силы благословляют вас на истинную любовь, чувства и верность в любви, а также по Иерофанту на законный брак и общий дом. Ну, вот такая у нас четвертая позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Элайф. Всем пока и до новых встреч!